Народоубийство в СССР. Убийство чечено-ингушского народа. Город Мюнхен, Свободный Кавказ, 1952 год. Абдурахманов Тарханов. Глава 1. Северный Кавказ. Северный Кавказ является исконной родиной его нынешнего народа, северокавказцев, известных под общим именем горцы Кавказа в русской литературе и черкесы в западноевропейской. По Конституции СССР 1936 года Северокавказский край состоял из автономных областей Черкесии, Адыгеи и Карачая и автономных советских социалистических республик Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечено-Ингушетии и Дагестана. Сама Чечено-Ингушская Советская Республика занимала площадь 15 700 квадратных километров. Это половина площади Бельгии. С населением около 700 тысяч человек. А количество всех чеченцев и ингушей, живущих на Кавказе, включая живущих в Дагестане и Грузии, и считая нормальный естественный прирост населения, составляло ко времени выселения около 1 миллиона человек. Население почти равное населению Албании. Основное занятие – земледелие, скотоводство и нефтяная промышленность. Чечено-Ингушетия была вторым после Азербайджана нефтяным центром СССР. Средняя добыча нефти к началу Второй мировой войны составляла ежегодно от 3 до 4 миллионов тонн, а исследованные запасы ее исчисляются в 1,5 миллиарда тонн. Несмотря на диалектические различия в языке и даже наличие отдельных языков у отдельных племен, северокавказцы, горцы составляют по данным истории, культуры и этнографии в сущности единый народ, состоящий из родственных между собой племен. Это историческое национальное единство у этих племен обусловило собою и его единый исторический процесс. Это же единство засвидетельствовано и в неоднократных совместных государственных образованиях, и в исторической борьбе за независимость этих племен. Государство Мансура с 1780 по 1791 года, государство Шамиля, имамат Шамиля, с 1834 по 1864 года, Республика горцев Северного Кавказа с 1918 по 1919 года, Северокавказское эмирство с 1919 по 1920 года и, наконец, Горская Советская Республика с 1920 по 1924 года. Мусульмане по религии, горцы Кавказа являются кавказской расой. С древнейших времен вплоть до завоевания Кавказа Россией горцы имели свой уклад жизни и принимали важнейшее участие в исторических событиях, в международной торговле и в войнах между отдельными государствами на Ближнем Востоке и Кавказе. Когда огромное царство скифов, распространившееся до Центральной Европы, покорило и Кавказ в VI и VII веках до Рождества Христова, северокавказские племена и при верховном главенстве скифов пользовались своими древними свободами и сохраняли независимость. Вот что пишет об одном древнем периоде истории горцев известный русский историк ростовцев. Хотя северокавказские племена и находились под властью скифов, но они пользовались, однако, далеко идущей самостоятельностью, которая все более усиливалась. Они уже долгое время имели стабильный оседлый образ жизни, находились в постоянных торговых сношениях с южным и восточным соседом и жили относительно при развитых хозяйственных условиях, как земледельцы, скотоводство и рыболовы. Греческие колонии нашли в них быстро готовых клиентов для своих товаров и посредников для своих отношений с югом и востоком. В V и VI веках они участвовали в войне между Персией и Восточной Римской империей. Уже тогда император Юстиниан принимает малоуспешные попытки ввести среди горцев христианство. С приходом арабов в VII веке появляется на Северном Кавказе, в Дагестане, мусульманская религия. Торговые отношения с внешним миром, которые раньше развилось через греческие колонии на Черном море, продолжают усиливаться и в средние века. Только греков заменили в XII веке генуэзцы. Генуэзцы вытесняют потом в XV веке турки. Но в этих широких торговых сношениях с внешним миром, по свидетельству исторических источников, горцы продолжают сохранять свою полную самостоятельность и независимость. После завоевания Казанского и Астраханского ханства в 1556 году Москва стала интересоваться районом Кавказа. В
Царь Иоанн Грозный был даже женат на черкесской княжне Марии Темрюковой, 1561 год. Брак, который должен был служить основанием мирного присоединения Северного Кавказа к России. Некоторые из черкесских князей были виднейшими сотрудниками правительства Иоанна Грозного. Черкесский князь знаменитый Адашев, министр и другие. Но мирного присоединения все-таки не последовало. После безуспешных попыток проникнуть на Северный Кавказ, царь Борис Годунов, 1606 год, оставил план завоевания Северного Кавказа, и уже целое столетие Россия не дает о себе знать. Только Петр I предпринимает большую экспедицию, чтобы присоединить к России весь Кавказ, но потерпев серьезное поражение от горцев и азербайджанцев, он должен был уйти. 1722 год. При Екатерине II вновь усиливается экспансия России на Кавказ. Ее лучший генерал, знаменитый генералиссимус Суворов, руководит новыми походами. Новая волна экспансии вызывает первый организованный отпор северокавказцев. Основной базой этого отпора делается Чечня и Дагестан. В 1785 году чеченец из Алдов Мансур Ушурма объявляет себя имамом, религиозным и политическим вождем всех горцев Кавказа. Движение Мансура и на деле объединило все племена Северного Кавказа – чеченцев, ингушей, дагестанцев, осетин, черкесов, кабардинцев. Некоторое время Екатерина II носилась даже с мыслью по рекомендации своих кавказских советников о прекращении войны с горцами, заключив с ними договор о независимости и дружбе. Но вмешательство Турции в эту войну на стороне горцев сводит на нет планы о признании, ибо вполне допуская возможность кавказской независимости, русское правительство все же не было склонно отдать его под владычество турок. Война с горцами принимает вновь более ожесточенный характер, и движение Мансура кончается его пленением в Анапе в 1791 году вместе с турецким пашой Мустафой. Но с пленением Мансура борьба горцев за независимость не кончилась. Под руководством Казимуллы, Гамзатбека, а потом знаменитого имама Шамиля дагестанцы и чеченцы вновь подняли знамя борьбы, к которой присоединились и остальные горские племена. Эта борьба увенчалась полным успехом горцев. В 1834 году создается Северокавказское независимое государство Имамат Шамиля, которое просуществовало ровно 30 лет в непрерывной борьбе, известной в русской истории как Кавказская война. Горцам приходилось отстаивать в вооруженной борьбе каждую пять своей земли против огромного превосходства сил завоевателя – Великой Российской империи. И в авангарде этой борьбы Шамиля шли деды и отцы нынешних чеченцев. Только то место в Чечне наше, где стоит наш отряд, двинулся отряд, и это место немедленно переходит в руки неприятеля. Так писал в 40-х годах действующий Кавказского фронта корреспондент московских ведомостей Потто. Эта война велась с русской стороны под знаком выполнения приказа императора Николая I, данного им еще в самом начале Кавказской войны. В этом приказе рескрипте, данном на имя вновь назначенного главнокомандующего Кавказскими войсками генерала Паскевича, в 1828 году император Николай I писал: «После того, когда выполнена и эта задача, задача покорения армянского Нагорья, предстоит вам другая задача, в моих глазах не менее важная, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшая. Это покорение горских народов или истребление непокорных». Покровский. Дипломатия в войне в XIX столетии. Ведя эту же политику и на истребление, предшественник Паскевича генерал Ермолов, как теперь и сам Паскевич, прошел огнем и мечом по горским аулам, так что к началу 40-х годов XIX столетия, по данным царских официальных источников, половина всех плоскостных аулов Чечни были сожжены – Берже, Чечня и чеченцы. Но политика истребления оказалась палкой о двух концах. Сама русская Кавказская армия несла такие огромные жертвы в войне с горцами, которые совершенно не оправдывали сделанных успехов в деле их покорения. При этом горцы, постоянно переходя от обороны к наступлению, сводили на нет первые кажущиеся успехи. Из десятков крупных военных экспедиций и походов на Чечню и Дагестан сошлемся только на одну из них – на так называемую Сухарную экспедицию Воронцова в 1845 году.
Военные сводки Кавказского главного командования о ходе этой экспедиции начинались обычно трафаретной фразой: «Предпринятая по высочайшей воле императора Николая I военная экспедиция на Большую Чечню проходит». Этой экспедицией руководил лично сам новый главнокомандующий Кавказскими войсками генерал-граф Воронцов. Немецкий писатель Фридрих Боденштадт, писавший свою книгу о Кавказе по свежим следам этой экспедиции, так рисует ее ход по рассказу одного русского офицера, участника этой экспедиции. Между тем из Петербурга последовал приказ нарядить новую, более значительную экспедицию в Большую Чечню, которая началась в конце сентября. Гигантский корабль, плывущий по морю, оставляет за собой видимые длинные борозды, в то время, когда впереди и по бокам волны расходятся, но тут же сходятся вновь, как только корабль поплывет дальше. Так шел и наш военный поход по Чечне. Там, где мы только что прошли, не находилось больше врагов, но впереди и по бокам они беспрерывно выплывают и за нашим походом вновь немедленно смыкаются между собой. Экспедиция не оставляет среди них каких-либо заметных следов, только там и здесь из лесного моря виднеются русские сигнальные флаги, горящий аул. Единицы пленных и некоторое количество скота – таковы наши трофеи. Может, с точки зрения Петербурга такой поход и кажется успешным, чем он есть на самом деле. Боденштадт Фридрих. Кавказские народы в борьбе за свою свободу. Часть 2. Берлин, 1855 год. Эта сухарная экспедиция в горную Чечню Дарго оказалась роковой для Воронцова. Дав Воронцову возможность углубиться в горы и уступив ему даже очищенное Дарго, Шамиль отрезал генералу пути отступления и снабжения. Посаженному на голодный паек сухари и полностью отрезанному от своего тыла, Воронцову ничего не оставалось, как просить помощи о спасении из России. Прибытие новых частей федерала Фрайтага спасло его от полного разгрома. Вместе с ним спасся участвовавший в экспедиции как гость генерала Воронцова принц Александр Гессенский. При этом экспедиция потеряла убитыми 3 генералов, 195 офицеров и 4000 нижних чинов, много боеприпасов и оружия. Таковы были данные самого русского командования. Всех русских сил, участвовавших в экспедиции на Дарго и поддерживавших ее из окружающих районов, доходило по официальным данным русских военных историков до 150 тысяч человек, а по сведениям выше цитированного немецкого писателя Боденштадта даже до 200 тысяч человек. Официально Кавказская война кончилась в 1859 году, когда действующая Кавказская армия была доведена почти до 300 тысяч человек. Летом этого года новый главнокомандующий Кавказскими войсками фельдмаршал князь Борятинский мог издать свой победный приказ: «Гуниб взят, Шамиль в плену. Поздравляю Кавказскую армию, князь Борятинский». Таким образом, преемник Воронцова фельдмаршал князь Борятинский при огромной концентрации новых вооруженных сил и модернизации самой военной техники, у Борятинского уже было нарезное оружие, чего не было у горцев, взял Шамиля в плен, и в 1864 году пал и последний штат независимого государства Шамиля Черкесия. Пленному Шамилю русское правительство отнеслось как к пленному государю. После непродолжительной почетной ссылки в Калугу ему был разрешен выезд вместе с семьей в Аравию, где он и умер в Медине в 1872 году. Несмотря на то, что горцы были побеждены силой оружия, столь кровопролитной для обеих сторон войне, царское правительство вынуждено было воздать дань стремлениям к независимости и любви к свободе горцев, объявив им определенные свободы по внутреннему самоуправлению. Вот что гласит прокламация чеченскому народу от имени государя-императора. Прокламация чеченскому народу. Объявляю вам от имени государя-императора. Первое. Что правительство русское предоставляет вам совершенно свободно исполнять навсегда веру ваших отцов. Второе. Что вас никогда не будут требовать солдаты и не обратят вас в казаков. Третье. Даруется вам льгота на 3 года со дня утверждения сего акта,
по истечению всего срока вы должны будете для содержания ваших народных управлений вносить по 3 рубля с дома. Предоставляется, однако, аульным обществам самим производить раскладку этого сбора. 4. Что поставленные над вами правители будут управлять по шариату и адату, а суд и расправы будут отправляться в народных судах, составленных из лучших людей, вами самими избранными и учрежденными начальством. 5. Что права каждого из вас на принадлежащее вам имущество будут неприкосновенны. Земли ваши, которыми вы владеете или которыми наделены русским начальством, будут утверждены за вами актами и планами, неотъемлемое владение ваше. Подлинную подписал главнокомандующий Кавказской армии и наместник Кавказа генерал-фельдмаршал князь Борятинский. Воспоминания генерал-майора Мусы Кундухова. Журнал «Кавказ», 1936 год. Май, номер 5. Однако, боясь новых восстаний на Кавказе и желая избавиться от наиболее активного элемента в движении за независимость, царское правительство предпринимает переселение в крупных масштабах чеченцев, дагестанцев, осетин и черкесов за границу в Турцию. Оно началось в 1864 году. Переселение проведено в настолько тяжелых условиях, и жертвы во время самого переселения настолько велики, что это вызвало крупные протесты на Западе. В Англии был создан специальный комитет помощи этим переселенцам, делавший большие денежные сборы в пользу переселенцев. В 1877 году в покоренной Чечне и Дагестане вспыхнуло всеобщее народное восстание под руководством Алибек Хаджи Зандакского. 50-летние беспрерывные усилия и огромные жертвы России для покорения Северного Кавказа были опять сведены на нет. Сосредоточением огромных военных сил на маленьком участке, где буквально на одного жителя Чечни приходилось до 15 оккупационных солдат, это восстание было подавлено только через год под руководством генерала Свистунова. Вожди восстания в количестве 28 человек, среди которых, кроме 20-летнего Алибек Хаджи и 70-летнего Ума Зумсоевского, находился сын последнего гвардейский офицер Дада Зумсоевский, были преданы военно-полевому суду. Когда председательствующий суда генерал задал всем трафаретный вопрос, признают ли они себя виновными перед законом империи, то подсудимый Алибек Хаджи от имени своих соратников ответил: «Мы признаем себя виновными только перед Богом и чеченским народом, что, несмотря на понесенные жертвы, мы не сумели восстановить дарованную Богом нам свободу». Будучи приговорены к смертной казни через повешение, из 28 человек только один воспользовался правом подать прошение о помиловании русскому императору. Но и тому было отказано в помиловании. Когда перед повешением приговоренным была предоставлена возможность высказать свое последнее пожелание, то и здесь нашелся лишь один, имевший просьбу, а именно старик Ума Зумсоевский. «Тяжело видеть старому волку истерзываемого щенка. Прошу повесить меня раньше моего сына». Царский суд был не настолько великодушным, чтобы уважить просьбу старика. Сына и отца повесили на одной веревке. Борьба горцев за независимость становилась в глазах европейцев фактом мирового значения. Даже Маркс и Энгельс, духовные предшественники большевиков, писали в знаменитом коммунистическом манифесте: «Народы Европы, учитесь борьбе за свободу и независимость на героических примерах горцев Кавказа». Коммунистический манифест. Примечание 2, 1923 год. Великие русские писатели, корифеи русской классической литературы Пушкин, Лермонтов и Лев Толстой в своих бессмертных произведениях прославили борьбу горцев за свободу, осуждая одновременно жестокие и бесчеловечные методы русских завоевателей. Здесь мы считаем необходимым указать и на одну важнейшую внутреннюю специфику в общественном развитии чечено-ингушского народа, приведшую к резкому столкновению двух сил завоевателей и завоеванных. В отличие от других кавказских народов, равно как и многих других некавказских, Чечня и Ингушетия в своем историческом развитии не знали ни антагонистических классов, ни деспотических форм правления в прошлом, несмотря на то, что в своем общественно-политическом развитии чеченцы и ингуши стояли на уровне других кавказских народов. Духовная культура развивалась здесь на основе арабской письменности.
Все-таки чеченцы и ингуши не знали феодально-княжеского института. В общевосточном понимании узденем, князем, считал и считает себя каждый чеченец или ингуш. Правовое равенство между собой является исконным законом их общества. Французский писатель Шантре писал в 1887 году: «Во время своей независимости чеченцы жили в отдельных общинах, управляемых через народное собрание. Сегодня они живут как народ, который не знает классового различия. Видно, что они значительно отличаются от черкесов, у которых дворянство занимало такое высокое место. В этом и состоит значительное различие между аристократической формой республики черкесов и совершенно демократической конституцией чеченцев и племен Дагестана, и это и определило особенный характер их борьбы. У жителей Восточного Кавказа господствует отчеканенное равенство, и все имеют одинаковые права и одинаковые социальные положения. Авторитет, который они передоверяют племенным старшинам выборного совета, был ограниченным во времени и объеме. Чеченцы веселы и остроумны, русские офицеры называют их французами Кавказа. Другой же цитируемый немецкий писатель Бонденштадт, книга которого вышла в 1855 году, указывает на эти же обстоятельства, констатируя, что чеченцы имеют чисто республиканскую конституцию и имеют одинаковые права. Берлин, 1855 год. Вторая характерная особенность чечено-ингушского народа – огромная сила и значение мусульманской религии здесь. Чеченцы являются набожными до фанатизма, и всякое посягательство на религию вызывает у них самую глубокую реакцию. И эти последние два обстоятельства, составляющих специфику внутреннего чечено-ингушского строя, находились в резком противоречии с духом и направлением официальной политики царских завоевателей.